первый же день форума Якутия подписала сразу 3 соглашения о реализации в регионе крупных инвестиционных проектов. Среди них завод крупнопанельного домостроения, микрорайон Звездный, а также строительство нового жилого комплекса на 200 тысяч квадратных метров жилья. Современный жилой комплекс по замыслу архитекторов станет примером масштабной реконструкции исторических районов города. Новый жилой комплекс в районе Речпорта объединит бизнес, культуру и жилье на берегу реки Лены, а также станет речным фасадом столицы республики. Класс квартир в этих домах будет приближен к уровню бизнеса, однако цена за квадратный метр останется более чем демократичной. Заход девелоперов, застройщиков частных компаний – это показатель эффективности этой меры. Таким застройщиком как раз является одна из наших крупных логистических компаний, которая долгое время работает на территории Якутии, компания Starway. Сейчас планирует реализовать в районе речного порта города Якутск крупный проект по застройке территории с хорошим видом, очень сбалансированный с точки зрения концепции развития и с точки зрения транспортной доступности. И я считаю, что этот проект на самом деле должен быть таким продолжением успешной реализации проектов комплексного развития территории. Еще одно соглашение касается строительства в республике завода крупнопанельного домостроения. Мощности позволят ежегодно строить от 50 до 70 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, реализация проекта обеспечит рабочими местами порядка 80 человек. Поздравляем участников с успешным подписанием соглашения. Продолжится и работа по строительству микрорайона Звездный в столице республики. Первая очередь будет сдана в конце года. Большинство новых квартир получат жители аварийного жилого фонда. Уделили внимание и общему внешнему виду столицы Якутии. Глава города Евгений Григорьев представил мастер-план развития Якутска на полях ВЭФ-2022. С точки зрения старого города Залога нужно понимать, что наш город самый старый город на Дальнем Востоке. Форпост освоения всего Дальнего Востока. И у нас сохранились уникальные деревянные дома, которых нет на Дальнем Востоке, 18 века строения. И мы хотим восстановить все это дело, чтобы дать городу Якутску историческую особенность, туристическую привлекательность и свою идентичность, чтобы он оставлял. С точки зрения парка, мы в ходе работы по мастер-плану основной запрос населения был направлен на общественные пространства, зоны рекреации. Самая большая точка у нас – это городской парк. Ему уже скоро 90 лет. Морально-физически устарел, необходимо обновлять. И вот с точки зрения комплексного подхода аквапарк, парк, экстрим-парк, чтобы наша молодежь и жители города и всей республики нашли в нем круглогодичную форму отдыха. Мастер-план предусматривает реконструкции городского парка со строительством аквапарка и экстрим-центра, создание нового центра города вокруг озера Сайсара и обновление района Залог. План развития столицы Якутии рассчитан на реализацию до 2032 года. Петр Васильев, Владимир Павлов, Семен Семенов, Владивосток.